Темнокожий мужчина, выходец из Ганы, сорвал аплодисменты на казахском тое, но отнюдь не зажигательными танцами и африканскими песнями. Чем же он удивил казахстанцев, знает наш интернет-обозреватель Айгуль Жамалова. Коллега, слово тебе. Спасибо, Сергей. Речь идет об африканском певце по имени Мозес Зибо. Ролик с ним, снятый на сотовый телефон одного из гостей тоя, уже просмотрели около 8 тысяч казахстанцев. А все потому, что темнокожий парень, которого казахские друзья прозвали Мусабеком, виртуозно сыграл на дамбре. Да еще и непростую композицию, а прославленный Ки Адай. Гости были поражены, а главный виновник торжества принялся обнимать африканского певца за креативный подарок. Но оказалось, что это не единственный сюрприз. Африканец выхватил у тамады микрофон и исполнил песню Ескендера Хасангалиева «Атамикен». Вот тут мужчина сорвал овации и поразил всех гостей знанием казахского и вокальными данными. Люди вставали с места и снимали все на сотовые телефоны. Положительные отзывы, в адрес Мозеса в Казнете льются потоками. Некоторые даже стали стесняться того, что не так хорошо владеют родным языком. А другие предположили, что теперь мужчина останется в Казахстане и составит жесткую конкуренцию другому певцу из Африки Рич Ди, который также поет на казахском и играет на дамбре. Я сразу не остался. Я уехал сразу, потому что все было по-другому. И здесь английский не разговаривать. Мне было очень трудно понять страна и менталитет. Мне сначала не понравилось, было тяжело, я поехал обратно. Через полгодика я обратно приехал. Это все я только начинал это все делать. Дамбре тоже появилось желание, что я хочу что-то новое показать. Что уже я как настоящий казак, афро-казак. Напомню, что исполнитель Рич Ди приехал в Казахстан еще в 2002 году на учебу в Алматы. Певец сегодня выступает на многих свадьбах и торжествах по всему Казахстану. Особую любовь питает к дамбре за уникальный звук, утверждает африканец. Но теперь ему, похоже, придется потесниться. Сергей? Думаю, если Мусабек решит остаться в Казахстане, у него есть все шансы прославиться. Спасибо, Айгуль. До свидания.